Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер», специальный выпуск, посвященный прошедшему Хэллоуину. Расшифровывается как All Hallows Eve, что означает канун Дня Всех Святых. Первый сюжет посвящен настольным играм, и мы пошли к нашему старому знакомому, к Вонке, который известный знаток и эксперт в этой области, и вот попросили рассказать его о какой-нибудь игре, за которой можно скоротать вечерок именно на Хэллоуин. Для меня прям такая грандиозная настольная игра, как и у всех, наверное, у остальных, это «Монополия». Да, самое интересное, ну, на мое мнение, это мое личное мнение, самое интересное, развивающее и просто хорошая игра. Я, кстати, ни разу до конца в «Монополию» не играла. Потому что у тебя кончались деньги, и ты Потому в что банкрот. было, ой, все, и уходишь. Ну что, мы сегодня в гостях у Вонки, и мы сегодня разбираем такую замечательную игру, как... Ярость Дракулы! А можно передать привет Хейлику, который дал нам эту игру? Пожалуйста. Леха, привет! Первый плюс игры. Она реально красиво оформлена. То есть в нее приятно играть, у нее хорошие фигурки, хорошее оформление. Все сделано качественно. Картон толстый, бывает делают фуфло, это не тот случай. Фуфло слово можно вот говорить? Можно. О, классно. Игра происходит на карте Европы. Карта делится на более престижную Западную Европу, север, юг, запад, да, и Восточную Европу. Игра лучше всего идет на 5 игроков, но можно меньше. Один из игроков принимает на себя роль Дракулы. Остальные – это охотники, которые должны будут его поймать, бегая по этой самой Европе. Задача усложняется тем, что Дракула, благодаря мини-карте, аналогу этой большой карты, выбирает свои перемещения незаметно для всех остальных. Вот. Дракула же видит все перемещения охотников. И в чем сама фишка игры происходит? Как только человек, который на эту партию оказался Дракулой, кому досталась эта прекрасная роль, он начинает испытывать реальный адреналин. То есть ты просто вроде сидишь, это настолка, это твои друзья, но тебя ловят. И эта игра... В ней ты это чувствуешь реально. Не, твои друзья знают, что ты Дракула. То есть это не как мафия, то есть да, все открыто. То есть известно, что я Дракула, но где я неизвестно. И как бы если, например, круг сужается и меня начинают вылавливать, я, будучи Дракулой, понимаю это, и бывает из-за этого делаешь ошибки. Ну, еще что интересно, что это настоящая карта Европы, более или менее. Да, тут все... Города, актуально, города, множество городов, в которых никто, ну, по крайней мере, точно я не знал никогда. Будапешт. Будапешт тоже кто знает. Ну, в общем, здесь много городов, и реально географию потянуть по этой карте легко. Причем, игра делится на фазы дня и ночи. Если днем Дракула по большей части жертва, он убегает, так как он слаб. Когда наступает ночь, тут уже, бывает, охотникам приходится убегать, потому что... Какое? Я возьму это себе. Хорошо. Потому что ночью Дракула становится реально заметно сильнее. Так как игра уже нами юзанная, использованная много раз, мы видим здесь бардак в первую очередь. Красным кубиком охотники передвигаются, в зависимости от того, что тут у нас выпало. Либо по железной дороге, либо пешком. Либо, если выпал крестик, не ходят никуда. В данном случае никуда. В данном случае никуда. Да, смотрим дальше. Дальше. В коробке у нас... Миниатюрки, да. Довольно хорошее литье пластика. Они все такие довольно красивые. И прям можно различить детали одежды, лица. И то есть, в принципе, если играть, ты понимаешь, что вот этот чувак с крестом, это вот кто-то из них. Ну, чувак с плащом, мы знаем, что это Дракула. Но главное, четкая дифференциация. То есть мы знаем, кто Дракула, кто нет, это видно. Они красивые. Да. То есть мы находим Дракулу, остальные, получается, не Дракула. У нас есть, по сути, карта, персонажи, миниатюрки персонажей, фишки ловушек Дракулы, фишки укуса, фишки хитов, да. Жизней. Ага, кровушка. И карты. Что в картах? В картах у нас есть два типа карт, которые охотники получают, когда заходят в какой-либо из городов. Это карты вещей, это оружие, которое помогает бороться с Дракулой, винтовки, пистолеты, колы, чеснок, все что угодно, святая вода. И карточки событий, которые помогают либо Дракуле, либо охотникам. На каждой карте событий есть художественный текст, который... Эпиграф, да. Который, если читать смешным голосом, ну, добавляет игре немного фана. Атмосферность. Да, добавляет атмосферность, например. Продемонстрируй. Демонстрирую. Хватит с нас штормов и туманов, графа. Ясный день сейчас. Лучше да. Сколько времени занимает такой среднестатистический матч
От 2 до 5 лет. УК РФ. Да. Официально разработчики игры заявляют нам, что игру можно сыграть за 2-3 часа. И, что странно, это довольно точное время. Где-то около 2-3 часов уходит на игру. Я думал, сейчас будет немножко другая ситуация, потому что часто в играх указывают время меньше, чем уходит на партию. Ну, предполагается, что люди просто знают, как играть. Конечно, чем больше играешь, тем быстрее, конечно. Ну, в целом, да, часа за 2 можно ее сыграть. Достать игру тяжело, да, игра редко, но игра крутая. Это из тех серий, можно сказать, недооцененных. Следующий сюжет посвящен хэллоуинской кулинарии. Ну, на Хэллоуин что? Первая задача – это сделать себе костюм. Вторая задача – атмосфера. Слепить пельмени. Да, и третья задача – налепить себе страшной еды. Особо популярные, наверное, пальчики из сосисок. Да? Вот пальцы, да, вот очень интересно я заметил. Пальцы ведьмы, есть такое печенье, да, там с миндалем в виде ногтей. И меня всегда удивляло, почему пальцы? Почему не рука? Ну, потому что палец один, он выглядит как гусеница, если честно. А вот почему рука? Ну, и мы с Майей пришли к выводу, что просто рука как бы в рот не влазит, поэтому пальцы по отдельности сервируются. Вот такое вот интересное социологическое... Тихо. Дорогие друзья, всем привет! Кулинарная рубрика «Пропеллера» вновь радует вас. Как вы заметили, у нас новая кухня, и это не может не радовать. Первое, мы будем готовить закуску, а вторым блюдом мы будем готовить десерт. Яйцо есть, оливки есть, майонез есть. Отлично. Что олицетворяет Хэллоуин? Мы подумали, что это паучки. Поэтому сегодня мы будем готовить фаршированных паучков. Первым делом надо сварить яйцо. Когда мне было лет 6, я помню, спрятал яйца под кровать. Потому что я хотел, чтобы у меня дома был цыпленок. А я не знал то, что они там уже им уже все, им за жизнь цепляться-то не надо. И я, значит, спрятал их под кровать и ушел довольный. Родителям ничего не сказал, они у меня там стухли. Потом я еще прыгал на кровати, они разбились. В общем, картина была очень интересная. Я налил в тарелочку майонез. Мы выковыриваем вот эту штучку и кидаем прям туда. Вот это все дело обратно закладываем в наши формочки. Чтобы сделать паучков, нам надо оливку разрезать напополам. Теперь нам этого паучка надо собрать. Это как лего, только пищевое. Паучье блюдо готово. Теперь самое время перейти к десерту. Мы будем делать сладких пауков. Для этого нам понадобятся кексы, жевательный мармелад, для глазок взять обычное дрожжи. И самый последний ингредиент, который нам понадобится, это шоколадная паста. Это у нас туловище нашего паучка. Мы его сейчас обмазываем шоколадной пастой. Дальше предлагаю сделать глазки. Предлагаю наших пауков украсить. На этом кулинарная рубрика «Пропеллера» подходит к концу. Приятного паучиного аппетита! Для многих людей Хэллоуин – это именно пойти в клуб и повеселиться. Да, то есть Себя показать. считается, что именно в это время, вот, когда у нас проходит Хэллоуин, истончается граница между нашим миром и между миром духов. И что именно в эту ночь все духи могут пробраться в наш мир, и вот для того, чтобы их или испугать, или там как-то спрятаться от них, вот люди наряжаются в разные костюмы. Если вот 3-4 года назад, да, на Хэллоуин ты приходишь в клуб, там только ходят 3-4 человека в масках, там в костюмах и так далее. И это охранники, Да, которые приехали в клуб. А вот сейчас все как-то серьезно к этому празднику относятся, прям все в костюмах. Побольше бы все равно хотелось таких оригинальных костюмов, а то в основном ходят там 10 медсестер, там 30 врачей. Ну что поделать, день медика скоро.
Представьте человека, который не знает про этот праздник и просто решил пойти в клуб, короче. Заходит, а там закрыл дверь обратно. Хэллоуин мой праздник, мне нравится. Для меня это отличный повод одеться во все яркое, в то, что ты не можешь одеться в остальные дни года и конкретно отдохнуть. Люди танцуют, энергетика чувствуется на сцене. Самое важное, какая бы ни была музыка, если есть энергетика у артиста, эта энергетика передается публике, и публика еще больше заряжается и отдает эту энергетику артисту. Летом будет большой фестиваль, на котором The Skulls выступит вместе с Кристиан Бернс, вокалистом, который работал с Армином ван Бюреном, многие его знают. Много различных направлений хаус-музыки, как Melbourne Bounce, Bassline, UK House. В общем, новый, свежий музон, я думаю, вам понравится. Интересно заниматься необычной музыкой, которая выходит, как говорится, за рамки тренда. То есть музыка, которая записывается на передовой. Это авангардические течения в танцевальной электронной музыке. Это авангардические какие-то настроения в дип-хаус музыке. Это просто massive sound, чтобы разрывало максимально. Больше позитивных эмоций, слушайте крутую музыку, интересуйтесь крутой музыкой, и мы вам поможем в этом. Слушайте правильную, прогрессивную танцевальную музыку, ходите, тусуйтесь и любите своих друзей. Мы напоминаем вам, что наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ ждет ваших отзывов, ваших комментариев. Подписывайтесь, следите за нашими свежими выпусками, мы будем ждать. Друзья, до новых встреч, увидимся ровно через неделю. Берегите себя от духов и всяческой нечисти. Всем пока. До свидания. Пока-пока. Let's kick it.